Добрый день! С вами компания Ультрафиш и я, Александра Доцкова. Сегодня мы поговорим о пользе рыбы и морепродуктов. Немногие из вас задумываются, что именно рыба, выловленная из глубин океана, приносит не только пользу нашему организму, но и защищает ее от многих болезней. Правильно приготовленная рыба делает нас не только сытыми, но и красивыми и здоровыми. В питании важно использовать пищу, сбалансированную витаминами и аминокислотами. Рыба удовлетворяет всем этим требованиям. Кальций, цинк, фтор, огромное количество фосфора – все это вы найдете в рыбном блюде. В образовании тироксина для щитовидной железы нужен такой незаменимый микроэлемент, как йод. Так вот, он в избытке находится в морепродуктах. Дорогие мужчины, информация для вас. Вы должны знать, что для вашего здоровья очень полезны крабы и креветки, богатые витамином В. Вы никогда не будете испытывать проблем с избыточным весом, потому что рыбопродукты практически лишены жиров. И диетологи по всему миру советуют кушать именно рыбу. Богатая белком пища легко усваивается и никогда не оставит тяжести в желудке. В то же время рыба является очень питательным продуктом, и вы после трапезы очень долгое время не проголодаетесь. Не зря в советское время были созданы рыбные дни. Стоит также отметить, что рыба является православным блюдом. И не зря во время постов, во времена церковных праздников, таких как Благовещение, Святой Богородицы, Вербное воскресенье, Успение Богородицы, употребляли именно рыбу. Хочу также отметить, что монахи, употребляющие рыбу, имеют тихий, спокойный характер и практически не выражают своих эмоций. По содержанию жира рыбы делятся на тощие, средние и жирные, поэтому при подборе рациона важно учитывать этот фактор. Рыба важна не только в питании, но и в медицине. С древних времен клеем, приготовленным из рыбы, залечивали кровотечение и многие раны. Печенью налима удаляли бельмо на глазу человека, а с помощью линя лечили лихорадку. В настоящее время из рыбы и морепродуктов добывают такие лекарственные вещества, как инсулин, кампанол, панкреатин, естественно, рыбий жир. И на закуску хочу вам предложить свой любимый рецепт. Называется скумбрия по-фински. Он очень прост в изготовлении. Нужно взять свежемороженую скумбрию, отсечь голову и хвост, выпотрошить и промыть тушки. Сложить их в эмалированную посуду. Перед этим приготовить тузлук. На 1 литр воды 150 грамм соли, 5 листов лаврового листа, несколько горошин перцев, гвоздика. Все прокипятить. Остудив тузлук, залить им тушки рыбы и оставить на 6-8 часов. Поутру нарежьте рыбу небольшими кусочками, сложите в красивую посуду, пересыпав репчатым луком, посыпав черным перцем и полив растительным маслом. Все прихлопнуть, можно украсить зеленью, накрыть посуду и поставить в холодильник. Через 2 часа вы можете пробовать свою скумбрию по-фински. Я желаю вам всем приятного аппетита и будьте здоровы!